Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Новогодние праздники продолжаются, и мы еще раз наших любимых телезрителей поздравляем с новым 2016 годом. Я Наил Белян Дуслар. А сегодня у нас в гостях победительница конкурса «Татарманы». Очаровательная татарская девушка Фарида Сунгатова. Фарида, исәнмесез! Байрам Белян, с Новым годом! Фарида Сунгатова, певица, победительница конкурса «Татарманы-2015». Родилась в Казани, окончила Казанский музыкальный колледж имени Аухадиева, отделение сольного народного пения, а также теоретико-композиторский факультет Казанской государственной консерватории. Фарида – лауреат многих вокальных конкурсов, таких как «Татарманы», «Ягымлы яз», «Дуслык мыңы». А в 2015 году Фарида Сунгатова заняла первое место на международном телевизионном конкурсе молодых исполнителей «Татарманы» в номинации «Вокал соло». Я смотрю, не с пустыми руками. Мен постоянно шапкиндем. Вот это варенье из марийских лесов собирала сама. Сверху вот земляника, снизу черника. Подожди, этикетка написана 350 рублей, нет? Это обязательно сегодня попробуем. Я очень люблю, кстати, варенье. Молодец. Да. У меня для тебя еще один подарочек есть. Частенько смотрю вашу программу и видела, что ты обжигаешь руки. Вот, пожалуйста, тебе варежки. Ну, это же зимой еще и двойной подарок. Я, то есть и на работе могу их носить. Ну-ка. Да. И после работы. Да. И вот такие вот прихваточки тебе. Ой, рахмет. Большое спасибо, Фарида, за эти подарки. Они, очень пригодятся мне на нашей кухне. Ну, а сейчас, я думаю, самое время начать готовить. И с каким рецептом ты к нам пришла? Расскажи. Мы отмечаем Старый Новый год, поэтому самое праздничное блюдо, наверное, будет губадья. Поэтому я тебе предлагаю сегодня губадью приготовить. С удовольствием, с удовольствием. Ну, губадья – такое красивое праздничное блюдо, всегда оно на наших праздничных столах бывает. Рассказывай, как же вот ты готовишь губадью? Я готовлю по рецепту своих бабушек, мамы. У меня мама мастерски готовит губадью. Я думаю, мастер спорта сейчас скажет. Так, давай, расскажи, вот что ты приготовила. Ну, все стандартно, я смотрю, рис, изюм. Да, все стандартно. Фруктовая у нас будет как бы губадья. Фруктовая губадья? Потому что губадья бывает разная. Я смотрела рецепты, губадья бывает даже с мясом. Нет, с мясом мы готовили, но с мандаринами еще ни разу не готовили, друзья. Давай начинаем. С чего? Тесто я уже подготовила. Оно у нас настаивается. Тесто обычное, дрожжевое, да, на молоке, яйцо, мука, масло. Все как обычно, дрожжевое тесто. Пока я буду заниматься тестом, мне нужна будет доска, скалка и мука. Все. Все, как ты вот красиво говоришь. Сразу видно, готовилась, учила рецепт прям. Да. Так, вот тебе скалочка. Сейчас мука будет. Давай. Пожалуйста. А ты пока в это время возьми, пожалуйста, сковородку, смажь ее маслом. Так, сковородочка. Ага. Растительным маслом. Да. Так, давайте я тебе тесто передам. Тесто передай. Фарида, ну расскажи нам, вот я понимаю, популярная татарская певица, гастроли, выступления, но у тебя сейчас есть семья уже. Для мужа ты успеваешь готовить или отправляешь его к маме кушать? Она же у тебя мастер кулинарии. Да, у меня мама очень хорошо готовит, но у меня, когда есть время, конечно, я готовлю, но не часто. Что готовишь? В основном такие более обычные блюда. Я очень люблю картошку по-французски. Кстати, вот в Новый год я готовила картошку по-французски. Я очень люблю пасту делать дома, то есть макароны. Вот сейчас очень зрители смотрят, ну вот настоящая татарка. Картошка по-французски, паста. Кстати, а ты по-французски ты поешь?
По-французски пою, да. А, вот она, любовь к картошке по-французски, теперь понял. Друзья, Фарида поет на французском. Любимая моя песня «Je t'aime». D'accord, elle existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre de ma porte pour nous céder. Je t'ai volé ce son à mon âme protégée. À mon amour ouvert, je décriais, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Согласен полностью. Браво, молодец. Итак, от кухни мы плавно перешли к твоему вокалу. Замечательно поешь. В прошлом году выиграла конкурс «Татар Мыңы». Но вот давай сейчас вернемся на 20 лет назад. С детства поешь или как? Я пою с 11 лет. У меня вот такой. То есть 11 лет ходила без голоса. И как резко хоп в караоке. Кстати говоря, да, пели в караоке в детстве. Очень много у нас был музыкальный центр дома. И караоке. Мы все лето пели в караоке. Сестренка, я, у меня еще двоюродная сестренка, как родная. Вот Диля, Лилия. И мы вот каждый день пели в караоке. Может быть, это и способствовало моему сейчас. 100%, 100%. Вокалу. Я смотрю, ты завершил смазывание. Очень да? сложная работа, конечно, была, но я сделаю она отлично. Ага, молодец. Я вот спела, а ты теперь давай растопи, пожалуйста, масло нам. Так, сливочное масло. Да, сливочное масло, растопи, пожалуйста. Знаешь, да, секрет настоящей губади? Минимум килограмм масла должен быть в ней внутри. Да, очень любит масло у нас губадья. Очень. Вот. Губадью маслом не испортишь. Нет, нет. А у тебя вот из родственников туғандар арасында есть вот профессиональные певцы, как ты? Или ты вот единственный такой представитель семьи? Мой дядя, муж старшей сестры моей мамы, он профессиональный баянист, преподает в музыкальном училище. Его зовут Рафаэль Шайхиев. Единственный человек, который заметил во мне... Да, он как бы моя, можно сказать, родная душа. Он первый человек, который заметил во мне способности музыкальные, водил по всяким конкурсам. Ну вот у тебя несколько образований. Расскажи, где училась? Я закончила психологический факультет Казанского федерального университета. Ну вот музыкальное образование расскажи. Какое у тебя? Музыкальное образование я закончила музыкальное училище, отделение сольного народного пения. На данный момент я учусь в консерватории. Сразу же после окончания училища я туда поступила. И пока там и обучаюсь. Так, это у нас готово уже, да? Да, это у меня уже готово. Это дно, вернее, первый слой губадьи и основной. Нижний слой. Нижний да. слой, вот, подбирал слово. Сейчас мы его вот так Перекладываем положим. аккуратненько. Аккуратненько. Я здесь только буду смотреть, потому что если не получится, я не виноват. Но видно, что готовит. Видно. Тем временем масло у нас растопилось сливочное. Пока его отложим. Так, ну а здесь все красиво. Как ты закладываешь? Какой первый слой? Первый слой начинки это у нас корт. Засыпаем? Засыпаем корт. Да. Так, это у нас вот первый слой начинки, а вот первая твоя песня. Ты помнишь, которая вот такая вот уже в детстве, ты вышла на сцену, где-то пела? Первая песня, которую я пела, это народная песня «Умарзая». Я ее вот разучила в музыкальной школе и пела очень часто на конкурсах. И сейчас до сих пор пою. Мне она очень нравится. Эта песня, мне кажется, она очень душевная и вообще прекрасная песня. Мне кажется, мы как раз следующим слоем и твою песню положим. Так, ну давай, ты поешь, а я продолжаю работать. Договорились? Давай. Боз катлауы өргөш жер үстіне умырзай ашыға қарас. Умырзай ашыға умырзая қалақа умырзая суза сабағын. Молодец, молодец. Чувствуется талант, друзья. Ну а кулинарный талант Фариды мы сейчас проверяем в нашей программе. Достаточно, я думаю, для первого слоя? Достаточно. Так, это
Это у нас готово. Дальше? Готово. Сейчас нужен мне сахарный песок. Мгм. Хватит столько? Да. должно. Сейчас ложечку тебе дам. Давай. Так, пожалуйста. Сколько ложечек? 3 ложки сахара, я думаю, будет достаточно. Вот так мы его все вот разложим, чтобы корт не был сильно кислым. И не должен быть слишком сладким. Должна быть такая середина, кисло-сладкий корт. Так, наверное, сахара будет достаточно, Достаточно? да. Мы сейчас возьмем масло, и 3 ложки масла мы зальем вот так. То есть не все масло, да? Нет, нет. Давай, всё. аккуратненько. Вот так берем ложечкой. Не обожгись. Фарида, расскажи, пожалуйста, вот есть ли у тебя кумиры музыкальные? Вот когда ты начинала петь, на кого ты по телевизору смотрела, чьи песни перепевала, там, татарские или русские? Кумиров, так скажем, у меня нет, на самом деле. Но подражала я, конечно, нравилось мне пение Венеры Ганиевой всегда. И поэтому, может быть, я как-то более академически пою. Многие говорят, что у меня голос на ее голос похож. А следующим этапом у нас идет рис с изюмом. Ты мне, пожалуйста, дай большую чтобы посуду, смешать их, да? чтобы их смешать. Да. Так, пожалуйста. Спасибо. Что еще, чем помочь? Ты пока можешь натереть яйца. Так, продолжаем. Весь рис, я думаю, будет достаточно, да? Да. Не будем оставлять ничего. Нет. У нас праздничная губадья, она должна быть большая. Зур болсын, мол болсын, тәмле болсын, вот, так говорят. Кстати, вот 2015 год прошел. Вот как он для тебя лично прошел? Расскажи, что интересного было, что запомнилось. Ты знаешь, Руслан, у меня в 2015 году было много событий, и они, наверное, самые важные события в жизни. В первую очередь я хочу сказать, что я вышла замуж вот в 2015 году. Это серьезно. 10 Как зовут мужа? Мужа зовут Фанис. Фанис, салям. Повезло с женой? Молодец. Береги. Так. Вот. Это номер один, она отметила событие. Это номер один. А вот второе событие, это, конечно же, участие в конкурсе «Татар Мама», в котором я заняла первое место, получила первую премию. И в подтверждение этого первого места сейчас Фарида еще одну красивую песню исполнит, и посвятим мы ее Фанису. Давай, пусть будет так. Руслан, если можно, я исполню песню, которую я исполняла на конкурсе, на гала-концерте «Татар Мама 2015». Это татарская народная песня «Бедре Тал». Таладан, талагал, кунамикен, таңалдынан сарыла сандуғаш бүдірәт ал шид жерлерге шапла ғибрәт ал. Молодец, Фарида. Переходим к губаде, как бы красиво не пела Фарида, но Да. ашисы келя очень хочется кушать. Ошисы келе. Сейчас мы половину риса с изюмом положим, а в середину мы положим тертые яйца, и затем вторую половину мы на них Опять, то есть положим, да. между ними сейчас мы разложим вот так аккуратненько. разложим яйца. Ты сам хорошо справляешься. Ну, понимаешь, вот всегда люди готовят в двух случаях хорошо. Либо когда они умеют, либо когда голодные, понимаешь? Да. В моем случае оба подходят. Мы разложили наш слой из риса с изюмом. Ну а что будет дальше, вы узнаете после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вот так вот весело, интересно, круговороты и повороты происходят на нашей кухне. А все потому, что Новый год на дворе, и готовит сегодня с нами очаровательная татарская певица Фарида Сунгатова. Фарида, спасибо, что пришла. И готовим мы здесь, поем, готовим вкусное татарское блюдо гебядие. Гыбядие. Говорила моя бабушка, гебядие.
а готовила все равно костыбы. Ладно, так, масло у нас подогрелось. Что мы сделали? Мы раскатали первый слой теста, начиночка у нас кырт, затем у нас немножко мы туда песка добавили, немножко сливочного масла, затем рис с изюмом, вареные яйца и вновь рис с изюмом. Да. И теперь... Теперь нам нужно будет посыпать все это обильно сахаром и залить все это маслом. Все. Это все я беру на себя. Маслом не испортишь. А я пока раскатаю тесто для верха. Так. Расскажи, какие у тебя планы на этот год? Вот 2016 год сейчас начинается. Записать диск, закончить консерваторию, подарить Фанису 3 детей. Вот какие планы? Расскажи. Насчет детей мы пока еще не думали, пока нужно мне работать, так Правильно, скажем. молодец. Вот молодежь сейчас настроена хорошо. Ну, на 2016 год у меня планов много. Я хочу снять клип. Вот, пока еще... На какую песню? Вот насчет песни я еще пока Вот не в этом-то и решилась. фишка, да, песни еще пока нет. Песни есть, но я не решилась, на какую песню А ты сама вот снимать. не пишешь ни музыку, ни слова? Ой, я предпочитаю петь песни от профессиональных композиторов. С кем работаешь? С какими профессиональными композиторами ты уже работаешь сейчас? Зуфар Харидинов. Он мне написал одну песню. Вообще я люблю петь песни классических композиторов и народные песни. Современные песни я не Так, очень. знаешь, как сейчас говорят, это не моя фишка. Это не моя фишка. Моя фишка — народные ретро-песни, которые сегодня, кстати, ты уже очень красиво исполнила. Мы все масло туда налили, не оставив Ой, ничего. молодец. Вот у нас теперь уже все готово. Круть. Давай, помоги, пожалуйста, мне. Давай, давай, давай. Вот возьми с одной стороны, Осторожно. только осторожненько и вот так положим. Во. Нажимай. Но дальше ответственный момент, надо делать красоту, вот Да, это все да. защипать, это все тебе. Да, а у нас осталось чуть-чуть масла. Давай сделаем крошку. Которую вот посыпать. губудью сверху посыпать. Да, которую посыпают сверху вот так. Вот Всё это делаем. впервые вижу я, кстати, вот этот процесс. Вот. И все ровно получается. Да. Ну, молодец. Фанис, повезло тебе. Так, что мы добавляем в масло-то? В масло мы добавляем муку, сахар. Так, дай, пожалуйста, мне муку. Пожалуйста. Ложечку муки. Ложечку, да. Вот. Вот так мы все это дело собираем. Какая у тебя крошка получается хорошая. Молодец. Спасибо, спасибо. Люблю, когда меня тоже хвалят. Так, ой, а у тебя какая красота. Кто научил так? Мама? Мама, конечно. Ну, а кто научил тебя так красиво петь? О педагогах своих расскажи, пожалуйста. В музыкальном училище я училась на сольном народном пении. У меня там был педагог Туишева Аня Хлюловна. Она сама очень прекрасно поет татарские народные песни. И вот, видимо, от нее у меня есть немножко чувства. Я чувствую татарские народные песни. А вот еще хотела сказать про музыкальную школу. Все-таки ведь оттуда все и началось у меня. У меня педагог Капралова Светлана Анатольевна, которая преподает в детской музыкальной школе номер 11, до сих пор преподает. Она и научила меня петь. Изначально ее заслуга, конечно. То есть Ей спасибо. Фундамент большое. это на ее совести. Да, фундамент ее. А уже в консерватории у меня педагог, прекрасный педагог Мурзиева Гульнара Рагдевна. И всем им большой салям. Так, что у нас еще остается сделать? Мне нужно сделать, так скажем, дырочку, отверстие Так, вот тебе ножичек. для того, чтобы воздух выходил. Так, крошка у меня готова. А можно вилочкой еще сделать. Узорчики. Да, Давай сделаем. отверстие, да. Украшай. Пусть будет не только вкусная губудия, но и красивая. Так, посыпаем крошечкой. Вот так вот, да. Сколько готовим мы в духовке нашу губудию? Губадья готовится минуты так 40 Примерно, да? примерно, да. Ну, там же внутри все готово, и остается Да. только что подождать, пока подрумянится тесто, Тесто, да. впитать в себя масло, все наши ингредиенты вкусные. Да. Ну, открывай духовочку, Фарида, пожалуйста, а я губудию на 40 минут при температуре 180 градусов. Ура! Бисмилlah рахман рахим. Отлично. Жарко. Но это еще не все, и прямо сейчас мы быстренько приготовим татарский десерт. Из чего мы его будем делать? Из чернослива, куряги и орехов. Губадия.
Дрожжевое тесто разделили на две неравные части. Большую часть раскатали и выложили на смазанную маслом сковороду. На тесто слоями выложили начинку. Сначала корт, который присыпали сахаром и полили растопленным сливочным маслом. Затем отваренный рис с изюмом, яйца, натертые на терке, и снова рис. Сверху начинку присыпали еще раз сахарным песком, полили растопленным маслом, накрыли крышечкой и защипали края. Из масла, муки и сахара сделали крошку и посыпали ей губадию. Выпекали в духовке около 40-50 минут. У нас все готово, и прямо сейчас мы начинаем готовить наш татарский десерт. И только что с Фаридой придумали для него название «Файдалы куштенешлер» в честь Нового года. Потому что все ингредиенты здесь очень полезны. Это и куряга, это и чернослив, грецкие орехи, сгущенка, как говорится, налетай. Но сначала надо приготовить. Сначала нужно приготовить, значит, ты мне поможешь. Нам нужно будет начинить курягу и чернослив грецким орехом. Вот так вот все просто. Очень просто. Фарида, давай немного поговорим еще о твоем творчестве. Я знаю, ты много выступаешь, и в дуэте поешь, на гастроли едешь. Расскажи, с кем? Очень большой у меня список артистов, с которыми я работала. И вот некоторые из них. С Даниром Сабировым я по сей день работаю. С ним очень интересно на гастролях. Очень интересный, Ну, он забавный здесь, кстати, человек. у нас тоже готовил. Тоже насмешил, накормил. Ильсав, Виль Усманов, с Маратом Файрушиным я работала. Я с ним познакомилась на конкурсе «Сүйінбике Варислара» в Крыму. Леля Давлетова, Фидан Гафаров. Очень много с кем я работала. Это для меня большой опыт. Я хочу им сказать большое спасибо и большой привет передать, если вы меня видите. И остается последний штрих. Мы сейчас наш чернослив и курагу зальем сгущенкой. Вот тебе ложечка. Да, просто берем и заливаем. Очень красиво получилось, очень аппетитно выглядит. Я пошел ставить чайник, и после того, как приготовится губадья, мы все будем пробовать вместе с Фаридой. Десерт «Файдалы куштенешлер». Курагу и чернослив начинили орехами и залили сгущенным молоком. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. У меня, не поверишь, тоже есть подарок. От нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды я вручаю тебе сковородку бренда Кукмара. Компания Кукмара представляет инновационную линейку посуды с мраморным покрытием, которая специально разработана, чтобы помочь вам в создании ваших кулинарных шедевров. А высокотехнологичное покрытие обеспечивает легкость ухода и сохранение внешнего вида посуды. А у нас все готово для того, чтобы прямо сейчас отпраздновать наш любимый, а в России его любят больше всего, Старый Новый год. Итак, вот такая рассыпчатая, вкусная губадия. Заметьте, я еще не попробовал, уже сказал вкусная. Давай, пробуем. Так, бисмилля, побольше маслица. Внимание. Друзья, губадия тает во рту. Да. Следующее наше блюдо, которое мы назвали «Файдалы куштенешлер». И прямо сейчас, окуная в сгущенку курягу, бисмилля рахман рахим. Вот это праздник сегодня у нас. Очень вкусно. Действительно, наш десерт получился «Бик тамле хам файдала», как и поется в нашей песне нашей программы. Очень вкусно все было. Бекзур Ахмед, тебя еще раз поздравляю искренне с праздником Новый год, с Новым годом, со Старым Новым годом. И вообще поздравляю тебя со всеми праздниками, которые будут в 2016 году. Счастья, здоровья тебе. Ну и наших любимых телезрителей я искренне поздравляю с этим веселым, любимым праздником, Старым Новым годом. Друзья, берегите друг друга и готовьте вместе с нами каждую неделю. Я тоже поздравляю всех с Новым годом. Желаю в Новом году только счастья, здоровья всем-всем. И хочу подарить вам песню. Yılama canım yılama, nige yok kayılarga, yağmur tügülü bəxit yolsan, biz barası yollarga, yağmur tügülü bəxit yolsan,
Biz barası yollarga. Браво, Парин Ялгунарова и я, Руслан Шарафутдинов, Мария Иманова. Еще раз. Бәйрәм белән, дуслар, яңа ел белән. Пока-пока, сау булыгыз.